Я бы хотел вам рассказать про один из своих полетов, который, можно сказать, такой необычный полет, который произошло в 1992 году, в июне месяце. Как раз это будет, уже 26 лет тому назад, как раз в это время этот полет я произвел. Казалось бы, ничего не предрешало. Был обычный день, я с утра пришел со своим экипажем на дежурство. В то время у нас было принято в Кулябском предприятии каждый день два экипажа стояли, один санзадание и один АСР. Ну, что такое АСР? Это экипаж стоял на аварийно-спасательной работы, дежурил, и один экипаж дежурил на санитарные полеты, которые необходимо было привезти какого-нибудь больного с труднодоступных мест или же повезти доктора. Уже ближе к обеду нам сообщили, что возможно будет рейс после обеда санзадания. Мы со своим вторым пилотом пошли пообедали и уже ждали, когда же прибудут врачи. Где-то часиком к двум подъехали двое, сказали, что надо лететь в Душанбе. Хотя сказали, санзадание – это санзадание. Да? Значит, мы полетели, только в полете узнали, что нам надо лететь в Душанбе для того, чтобы привезти лекарства. То есть, в общем, мы приземлились около, где-то было уже, наверное, ближе к 4, в Душанбе сели. По прилету нам сказали, что, значит, загрузят медикаменты. Но не знал, что у меня отсутствовало где-то приблизительно 25 минут, полчаса. По приезду на стоянку я увидел машину, значит, пустая машина, которая уже загрузили в самолет эти лекарства, медикаменты. Я не поверил своим глазам, что самолет был забит полностью, то есть практически мест не было даже куда ставить ноги. Самолет Ан-2, топливо он берет тонна 200, максимальная загрузка тонна 500, максимальная взлетная масса 5500 килограмм. Я как командир, мне было всего 26 лет. 26 лет это вот, я уже первый год летаю командиром. Для меня было это настолько трудно принять решение, лететь или не лететь с таким грузом. Мне досконально рассказали, что да, действительно, как раз эти лекарства, эти антидоты нужны были именно туда, потому что уже люди начали массово заболевать. Мой июль, август, соли 1990 بود. در این وقت باز یک بیماری بود که همون شب رو سر داده بود. این بیماری گلتروب گفتنی اعصابی گندم‌های زهرآلود ناشسته، بیماری جگر، بیماری ورم جگر ورم شکم، خیلی بیماری‌ها در ناحیه فرخار، ناحیه مسکو و کم بیش در ناحیه واسه برای توبت کردن داروی در کار که از ارگانیسم از بدن باید زهر شسته برد. خیلی امکانیات هم نبود. بعد به خلاصه آمدیم که اول تلفن کردم با سردار داروخانه های رسولیکا شفی آرستگی من محمد شویف. نظیر من دارها محکم چیکار کنم؟ سمالیات تشکیل کردم میتونه؟ میتونم. با در وقت خمیدن سمالیات اعلان نمیکردن که این سمالیات از کلاب آمده است. من خیلی علمه که سمالیات خمید گفتم. در اون سمالیات من دو تا کارگر من دائم رمان میکردم در همین مدت. از اونجا از بازار رسولیکاوی محمد شویف در ماشین های تور نایساندگی دارو گرفته میبردن در همون نزد همون بربری سمالیات گرفته بار میکردن
اساسا همین یک بچه غذا شفقت بچه کیاش بود همچنین که 25 سال بود بچه کیاش اما رفتم میامد взял на себя эту всю ответственность, чтобы довести каким-то образом, хоть как-то. Но впереди, конечно, меня ожидало, я даже не знал, потому что я только это думал, что так я полечу. Ну ладно, я запустился, оторвался, и уже в полете я почувствовал, что действительно самолет сильно перегружен. Загорается красный свет, и там написано пожар двигателя, да? И вот это постоянно горело. Я убираю чуть-чуть режим, он тушится. Запах гари идет, а вот самого пламени не видно, дыма не видно. Я опять чуть-чуть добавляю, опять иду потихонечку вверх. Я помню только крик второго пилота: командир, впереди линия высоковольтки. Я только увидел и знаю, что я нырнул ниже, чтобы под ним пролезть и в ущелье залез. Это было, наверное, чудо. Я больше всего думаю, знаете, о тех детей и людях, которые все-таки должны были жить. Это, наверное, я больше все-таки, да, надо было этот груз все-таки довести туда, чтобы потом... Поэтому я думаю, что это, ну, сколько не моя заслуга, сколько эти люди, да, должны были жить. Это трудно, это только пилоты могут меня понять, насколько... Я уже думаю, нет, все-таки я сяду в Донгаре, и остался лететь хотя 15 минут, да. После вот этих стрессовых моментов человек настолько себя чувствует не то что неуютно, а тяжело. Уже из ущелья я вышел, уже вот она, Донгарийская равнина. Подхожу уже на некоторые, высота, я скажу, 1700-1800. Это та высота, которая может перелететь эти горы, да, максимально. Считайте, что я должен узнать 2700, и я где-то на 1000 метров ниже той высоты, которую я должен был лететь. Уже над горой думаю, нет, да я все-таки долечу, наверное, до Куляб. Прилетел в Куляб. Это было, конечно, для меня незабываемым полетом в моей жизни, потому что это, может быть, 1-2 таких в жизни каждого пилота, может быть, такие рейсы, да. Вот мой первый был вот такой. Я никогда не забуду этот рейс. Я благодарен Аллаху, что я все-таки сумел довести эту необходимую медикаменты для этих людей. Я считаю, что сделал свою работу. То, что мне полагалось, я сделал.